Это было на 90-летие Тукая в Москве, в театре Маяковского. Естественно, Тукай звучал только на русском языке. Каждая строка текстов, выдаваемых за тукаевские, оскорбляла мой слух, мое национальное чувство. До этого я себя не осознавала татаркой. Я осознала себя татаркой, когда услышала эти топорные, суконные тексты на языке, выдаваемом за русский. Это и не русский язык вообще. А главное, тексты, выдаваемые за тукаевские. Это было в театре Маяковского. Я слушала стихотворение опозоренной татарской девушки. Одна строка там звучала: «Словно листья желты твои щеки». Ну как можно о девушке сказать? Как можно? Только о татарской, что ли, девушке, так? Кто может себе... Кому это позволено так говорить? Я пришла домой и сразу же написала: «Как осенние листья бледна». Это было стихотворение опозоренное Хурланган татар кызына. И с этого времени я датирую вообще свои переводы Тукая. Я с тех пор уже не останавливалась, не прекращала занятия Тукаем. До этого у меня, правда, был переведен Муса Джалиль, и уже даже успел получить признание. Стихотворение Джалиля «Мин Буларман» я перевела и опубликовал святой памяти Анатолий Петрович Авдеев. Авдееву я очень многим обязана. Анатолий Петрович опубликовал в советской татаре мои первые переводы Тукая. Это были Байрам Буган, «Сегодня праздник» и «Пара лошадей». Оказалось, что эти переводы тогда, это было когда? Сколько лет было тому назад? Когда была советская татария, когда был Анатолий Петрович Авдеев? Сколько лет было тому назад? Тогда их прочитал, кто бы вы думали? Минтимир Шарипович Шаймиев. Мен көрдім оларны, оқыдым, дедім мен асамадан. Бірді ойламадым, ол Валеева сіз екенін деп. Этими переводами я обязана Минтимиру Шариповичу Шаймиеву. Вообще, ведь переведенными быть достойны не все стихи. И вообще перевод с советских времен, с времен Липкина, вот этих переводов Вероники Тушновой и Анны Ахматовой, Маран, Рувим Маран, перевод изменил свои цели, художественный перевод, и свои ориентиры. Я вступила в перевод в эпоху двуязычия, когда двуязычие в нашей среде победило. Конечно, у него есть и уродливые стороны у этого явления, у двуязычия. Как-то на задний план оттеняется родной язык, татарский язык. Но я убеждена, что вот такой вот аутентичный перевод, то есть воспроизводящий мелодику, интонацию, полностью не искажающий, ни на йоту не искажающий подлинник перевод, он обратит и молодого читателя, еще незнакомого с Тукаем, он обратит его к подлиннику. Он повернет, развернет его со спины, лицом обратит к подлинному Тукаю. Я верю, что молодой татарский читатель
будет знать Тукая и любить в подлиннике, благодаря моим переводам.